Информационная программа «Вести Кудымкар Вилиштианкат», студия Андрина Батуева. Бур Асов, Вичетамуян Лойста, Чанайта неделяс. Егоровская школа Швелачища звучится Ошибская школа, а Качамоги шлышетам Вильвешам. Этнокультурный центр выставка Волопеткатом Джиньянны зланбычам коллекция. Каришта районыш спортсмены с оштиса гожим шакотращан сезон кинес шеттисамету чавермаммез. Оптимизация шань отер нем бурсооз ветчищани. Захарова их привезут до Егорова, а с Егорова еще их плюс повезут в Ошибскую школу. Информация о закрытии средней школы в деревне Егорова возмущены все местные жители. Учеников с 5 по 9 класс планируют перевести на учебу в соседнее село Ошиб. По словам Анатолия Томилина, в их учебном заведении есть все необходимое. У нас есть учителя, хорошая школа, новые классы. Мы не понимаем, для чего нужна эта оптимизация. В Егоровской школе учатся дети из 6 деревень. Кого-то привозит автобус, до некоторых не могут добраться по бездорожью. Тем детям приходится идти пешком. До Фадеева пешком, а потом на автобусе. Сколько километров тебе приходится ходить пешком? 5. Кроме пешей прогулки, детям еще 7 километров нужно будет ехать до нового места учебы. Изменения коснутся и преподавателей. Им на уроки тоже придется ездить в село Ошиб. Предлагаю, что будут устроены в Ошибской школе. Но у нас учителя-то почти все уже на льготной пенсии, и они, желания у них нет уже. А пока здесь школа функционирует, они согласны работать. По словам начальника отдела образования районной администрации, оптимизация дела вынужденная. В средних классах Егоровской школы учатся 22 ребенка. И намного выгоднее с финансовой стороны привести их в соседнее учебное заведение. Сегодня то финансирование, которое предусматривается для данной школы по подушевое финансирование, оно недостаточно. В год не хватает на содержание около 330 тысяч рублей. Также оптимизация ждет Верхъюсинскую и Полынскую школу. Их объединят с Ленинской. Но на учебный процесс это не повлияет. Будут сокращены ставки административного персонала. В Егорово школу объединили с Ошибской подобным образом пару лет назад. Еще одна оптимизация не нужна Егоровской школе. Об этом утверждают не только родители, но и преподаватели. Для учебы здесь есть все самое необходимое. Класс труда обеспечен оборудованием, есть компьютерный класс. И переезд средней школы в соседнее село считают необоснованным. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести, Пермь. Май акмысат луноджин победалан локтан вежалун кежа Пермский край ветераннызла вештаса щам. Регионыш Великая Отечественная война, как я еще шаунажек участники и инвалидла. Победалан вежалуноджин вештаса федеральный бюджетищ даст 1000 рубан. Кудымкарич вештым безда компенсация щерти социальный центр отделан. Сиджа Юортена вежалуноджин округиш ветераннызла лытям единовременной вештым. Осуществляется предоставление единовременной денежной выплаты следующим категориям граждан. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР. Лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Выплата назначается и выплачивается в качестве социальной помощи в размере 5000 рублей. Назначение выплаты гражданам производится территориальным отделом, независимо от получения других выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Пермского края. На территории Коми-Пермянского округа получателями единовременной выплаты являются 792 человека. Во всех муниципальных районах Коми-Пермянского округа с 3 мая по 9 мая 2019 года будут осуществляться доставка выплат почтовыми отделениями. Кудымкарский районыш олишка сис ремонтирует на той, но мортлан мог бергачис штрафан. Ситуация Анбариши СМИ корреспондент Дмитрий Буланов. Уже сяду на все 4 колеса в этом месте. Как только сошел снег, пенсионер Василий Ярков стал буквально отрезан от большой земли. Каждую весну и осень проехать на этой улице невозможно. Очередная попытка вновь не увенчалась успехами. Внедорожник начинает буксовать. С
просьбой восстановить дорогу обращались в местную администрацию, там починить обещают, но в каком году не уточняют. Они отвечают, что у них нет на ремонт дорог средств. И в своих этих, в ответах мне пишут, что на последующие годы. Я им задаю вопрос, а мне уже 70 лет. Я что, должен 120 лет прожить, чтобы хоть один раз по этой дороге? В итоге Василий Ярков решил собственными руками восстановить проезд к своему дому. Сделать проезд на этой улице пенсионер решил своими силами. Позвал друзей, взяли горбыль и застелили дорогу, чтобы можно было банально добраться до своего дома. Поддержали активиста и некоторые соседи. Доски лежат. Выложил, где-то ведь надо было выезжать. Доски положили на дорогу. Прошло всего несколько часов, и к пенсионеру пришли сотрудники ГИБДД. Выписали штраф, а все доски попросили убрать обратно. По постановлению ГИБДД города Кудымкара штраф по постановлению 5000 рублей. Создал помехи для дорожного движения горбылем, который уложил колеи. Пенсионера наказали финансово, а администрации выписали предписание о том, что они должны восстановить проезд. По факту ненадлежащего содержания дорог на территории деревни Проддар организации выдано предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения. Причем подобное предписание делают местным властям не первый раз. Теперь муниципальное предприятие готовится произвести текущий ремонт до 8 мая. Градирование. В связи с тем, что погодные условия у нас были не очень такие, мы ждали момент, когда будет сухо. По словам Василия Яркова, обычное градирование не спасет дорогу. Здесь требуется серьезный ремонт. Самому делать его нельзя. А вот смогут ли власти найти средства на восстановление? В этом не уверен. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести, Пермь. Коми пермяцкое гижище за юбиляр из донтиса межрегиональной литературно-краеведческой лыдета мезвалана. Исследователи ученые историчиса Асланыс Уджизан оштиса локтище зламавгыв да литература шерты вильтада мез. Компермяский музей квартет пырчулат испытасы знима литературно-краеведческой лыдета мез. Того шакшем было итам нимлуна компермяской гижищескат, не творчество да оланкат. Питасез было локтиса нёльдас гагар исследователез, велатышес да студентес, кадната цатиса атамадас ас уджезен, оштиса нылыш пучкас. Мы вообще решили проводить эти чтения с целью более углубленного изучения творчества и популяризации наших писателей, их у нас очень много, драматургов, привлечение молодежи к исследованиям. Ну и, конечно же, одна из наших главных целей – это пополнение наших фондов, комплектование материалами о литературе коми-пермяцкой. Чтения открыты для всех, и они будут, пока есть толчок для развития, пока будут какие-то новые исследования, новые имена появляться, формат чтения будет сохраняться. Мероприятие пондатис пленарный тор, кытан компермяцкой кывда литература шерти тачана исследователес баитиса Асланыс Уджез Йылыш. Сычкачевской школы велатыш филологической науки излан кандидат Ольга Попова вишташис велачан программы за финно-угорская литература пыртам Йылыш. Пармалан гижище знима объединению анвешкатлыш Елена Коншина керис доклад Аня Кача компермяцкая литература Йылыш. Сиджа выступление скуласын валы виджетом и тория гижище злан творчество. Менам предмет, объект, когда было меджарне высащим индыта, это все-таки кыл, а сыща ныкат, когда аркматиса это мероприятие, договорит чему, что мы камея больше там ширшись. И кылса, и литература совечетама. И сечка джменом один матен, мы один радейта кыл Семен Алексеевич Федосеевич, мы сила один признательно от Рочан Шуа с материал понда, когда им силан тексты зас. Это этноконнотация, это лингвокультурология, культура аспекта кыл пырьет, мян сознанию пырьет, образы пырьет. Вот менам шерти сия медбура пета Семен Алексеевич уджес пырьет. Доклад изан выступайтиса и том отир студентес, когда только пондатиса нуатны бытко теме шерти исследования. Лыдетам из чулатам боршайн луаса леджамаш тезисес, кычапыраса доклад дезлан мед шартимеез. Татьяна Конюкова, Александр Рябков, Вести Кудымкар.
Кудымкарич администрация кора олища салокны субботник кезвела, когда пондасы кыщины апрель до мая месяцы щерна. Лымсы лымбаршань петис йог, сиен локтискат джимляшны керку да общественное место из ГГР. Быт год Кудымкарич олища спетаны этласа субботник кезвела. Кариш администрация кора отирас уджвела, лоны активные за Никольны бока это колана мокса. Джиблямный йог и весетный Кудымкар планирует на пятны, и эта неделя вылын. С 1 апреля на территории города Кудымкара объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке территории города Кудымкара. Дни общегородских субботников – это 26 апреля и 17 мая. Экологическая акция по уборке Красной Горки состоится 24 мая 2019 года. Администрация города Кудымкара приглашает всех горожан, юридических лиц, физических лиц поучаствовать в субботниках, убрать свои территории, общедомовые территории, территории общего пользования. В целях организованного сбора мусора администрацией города осуществляется выдача талонов на бесплатный прием отходов на полигон. Талоны у нас выдаются в 206-м кабинете. Победалунке же Кариш музей чулата тому терпонда абыткоть акшеммез. Зората чулалам каддына патриотизм. Шижим да снёль год чулалыся лунчань советской армии ашетис Великой Отечественной войны анвермым. Это гажалун понда солдат тес пуктиса ашины слов. И талуня лунач быт год отирушкатан тедвыла это щекот каца. Тацатаны томжик кеса войналан историякат. Компермяской краеведческой музейлан уджалыщез аркматиса том отир понда мероприятиез. Каднануата Никола намог. Мы проводим в рамках культурно-образовательной программы «Слава солдатская» мероприятия для маленьких детей, для детей постарше и студентов из старших классов. Для маленьких детей это у нас детские сады и начальные классы, школа юных солдат, игровое занятие, солдатский треугольник. Для среднего звена и старшего звена солдаты России, Компермяцкий край в годы Великой Отечественной войны и непомерник и слава в веках. Акшем было локтиса Кариш витет номера школа еш велачищез. Не акжет внимание, он виджетиса кинолыш фрагментез, боитиса кучам щекот кадмы чаще сын. Ушкатиса тедвила эта тема шартита даммез. Панташем помалыса орсаннез. Кышторечис велатыш музейн чулатам кад матынчетис челядес ылыш войнакат. У нас по программе литературы 7 класс урок так и называется «Час мужества». И мне хотелось непосредственно детей их ввести вот этот образ войны, наверное, чтобы они почувствовали мужество русского солдата на поле. Да? И мне кажется, вот эта экспозиция очень помогла детям на самом деле посмотреть, как жестоко была война. Конечно, такое мероприятие оно полезно чем? Они увидели экспонаты войны, да? Они воочию убедились в том, что действительно война, прежде всего, это потеря близких и родных. И вот здесь мы можем гордиться нашими земляками, которые тоже воевали и внесли непосильный вклад в победу. Быдыс кинтацаша бы Великая Отечественная война, кат ошта аспондам и кабиля чулалам кадилыш, бермаслок на краеведческой музее. Бюджетная экспозиция скывзаны солдаты зилыш виштез, орсны дакерны аскиен ветераны спонда неоджитко жиннез. Татьяна Конюкова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Кариш этноцентрн ощиз джинян незлан дашилькан незлан бычан выставка отироджа ваш коллекция петкатис Кудымкариш олиш. Вот у него звук даже вот этот церковный. Вичкуиш джинян Анатолий Истомин мездатис сплавщань, сьевалищитымаш металлолома у нашилькан незмурт актис пармакужа, користыться излиш кош издание бис, ашима увлечение чужис важинни, карпонис радеет нашилькан излиш шиез. Кувинские колокольчики, их несколько штук случайно они появились. Просто увидел у ребят, попросил, и с этого, наверное, и пошло этот интерес к этим колокольчикам. Они по звону все разные, они не повторяются. Нет у каждого колокольчика нет своего повторного звона. Вот. И это мне как бы увлекло.
можно было собрать композицию, мелодию с этих колокольчиков, очень красиво. Но у меня нет музыкального слуха, я не могу вот этого сделать все это. Неоткудиш орсым да размер черты, етымыш оланыш биткот событие скат да вежалунны скат, не ощилана мортлан лован и шаламын. Колокола, они всегда считались ведь звоном, церковным звоном. Они были созданы, в принципе, для основных большие колокола для церковного звона. А потом в дальнейшем уже эти колокольчики маленькие, они шли как для почтовых целей. То есть на тройках почтовый почтовый звон был, оповещал, что едет почта. Анатолий Истоминлан коллекциян отекшо куим да джиннян, и быть щелькан лишь шис я йона донта. Вот этот живой колокол, он живой, и звон у него был. Вот этот колокол, он продолжается, этот звон. Этот колокольчик, он колотый. У него не будет никакого звона. Вот эти два абсолютно одинаковых колокольчика, вот они по размеру и что, если даже их вот взять, они все равно будут, у них разный вот звон. Отиккес горална выснита, мадиккес кыжжика. Имаш джунняннес кадна гырчымаш вовлан дуга берда. Ни ангажотис свадьбе, дагажа гуляйтаннез. Быдас эта выставка автор, увлеченный авиштачис челядла. Джуннян учичань кылыс быд мортлан пель и виджатищезла лоис муен радуйчина. Коллекционер вообще молодец, занялся хорошим делом. Это очень увлекает, даже самого заинтересовало. Я, можно сказать, тоже немного коллекционер. У меня есть пару монет. Даже с 1942 года есть монета. Колокола, конечно, очень понравились. Каждый свой звон и задевают. Ваш джиннянный сколасын учиташ и уджиташ. Эмаш керамическаяш, кыка хрустальнаеш, стекляннаеш. Эм буддийской да шоуна басакес, каднавичина аспричкан быт коть каштыламмез. Колокола история. Если взять вот колокольчик 1872 года, если бы она умела говорить, она бы много рассказала о себе. Коллекционер ыкта быт коть антиквариат. Щельканнез уджит коллекцияш джир не уджит тор. Этноцентр нылан выставка по нас уджавну май дас нелет лунач. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Спортсмены скотращищес оштиса легкоатлетический сезон. Каришер велчан заведение зиш студенты сда школа зиш велочищес. Котартиса медоджа гожум шакрос. Лыжный сезон по малым бършен спортсмены звичищеса. Кыр ощас мадик тыра сетчем же пым вермашем легкоатлетический сезон. Каришер велочан заведение зиш студенты да школа зиш велочищес. Акшиса педагогический колледжлан стадион выла. Кытани велышетам котрашан шерти вермашем мезла пондачем. Подготовительные легкоатлетические соревнования, которые помогут определиться организациям перед главными стартами. Это эстафеты, наша окружная, краевая эстафеты и соревнования по легкой атлетике дальше. Кати вермашем из важнее звала, но это каткоста, котращищес тренирующийся, кериса быткодь упражнению из. Быть том спортсмен тожды стартоджин, этсия медоджа это года. Стадион ландорожки из велопетиса кычтачана спортсменнез, когда быт год лептаны асланы свермом мезлишлыд, и ни акин только медоджа ишпешлас ашис вын, да кужаммез это спортлан виден. Кышторьячис Иван, легкая атлетика катсиатыца важени. Эша школа ан небис котрашем шарти медоджа медаллез, да кубок кез. Люблю заниматься легкой атлетикой, занимаюсь давно со школы, где-то с класса 1. Мне очень нравится. Сегодня тоже побегу, настроен хорошо, готов бороться за призовые места. От сезона ожидаю хороших результатов, только вперед, с высоко поднятой головой, идти по всему сезону и все, не унывайте.
Гажа погодяда кыджит кодюрулой сбурко жинан сезон пондачемлы. Стадион валитыра кыж вермашищезен, сычи виджеттищезен, кыднагоран болейтиса асланыс йортес понда. Медот чулалыса ныв кезлан забеггез, кыдныла колыс котыртны куимшо 300 метра, а зон кезла вичо 500 метра кужа дистанция. Как твои ощущения после забега? Да так, не тяжело и нелегко, потому что тренируемся. В сезоне будешь дальше участвовать в других забегах? Да, до конца года все. Быт вермашиш мычалыс аспонда бычамкад, когда быт соревнованию вылын сезон помощь понда сбуршетны. Шарвелачан заведению эсколасыш педагогический колледж, да куимат номера гимназия иш велачишез мычалыса медбур результаттез. Кычуана ашны спортсменнез очлан лоас эше буржик. Татьяна Конюкова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Старт вылын гырлен таурытиса и Кудымкарский район иш спортсменнез. Кык шови дас морд котартиса Белоевон легкоатлетический забег коста. Районный вермашем вон участники с приветствуйтис округлан юралищ, котрашен локтиса быдас возрастной группы из. Легкоатлеты слышат часа 1 километра и куим километра кужен забег гескежа. 23-й традиционный легкоатлетический пробег памяти Николая Андреевича Кольчурина, человека, легенды компермятского спорта, участника многих российских областных соревнований по марафонскому бегу. У нас вот география такая: Коса, Качева, Юрла, Кудымкар и все средние специальные учебные заведения города Кудымкара, а также жители, школьники, сел и деревень Кудымкарского района. Белоева посадом Кудымкарский район торжественно ошти сгожимся котращан сезон. Тренер изваете со соревнований извела только медвына команда из. Медуджа стартис ошти соучат спортсменнез. Километровая дистанция мунис посады шарулица кужа. Акшинело ванчеля для отсалиса касьемез. Мечо жеслоктиса медуджа эсколасын. Эти километран участники скодартиса нёлищ. Быт возрастной категория лымвали асла стория старт. А уча дистанция быршань пондычис мечо кыт пешем. Вына участники скодартиса куим километра Белоева Карбас трасса лантуйвылат. Это этапын пещиса только медвыносливоез. Кадна пыр тренируйчин давичина ашес бур физической форман. Вермище спетиса быт возрастной категориан. Культураланкер кун торжественно оттялиса мечошку тортищезас. Вот мы вчера закрыли только лыжный сезон. Мы ездили в село Частые, это больше Сосновский район, там вот, закрыли только. И вот сегодня пробег Кольчурина. Всю сознательную жизнь, сколько я себя помню, это получается уже 47-й год я уже в спорте. Леонид Петров лоис аслас категориян чемпионын. Сыкотниз эталуна велисауна. Вермище злокожналиса медаллез, дипломмез, вымпелез да денежный кожиннез. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Это вылын миян быдас юоррез. Реклама бырн кольча миянкат. Бюджета тематической тор.